Сегодня у нас в гостях Чермен Дудаев, молодой талантливый поэт, преуспевающий политик и очень интересный собеседник. В этом я убедилась буквально за полчаса нашего знакомства. В поэзии Чермена Дудаева удивительным образом соседствуют далекие томные горы и угрюмые барсы, охраняющие в Владикавказе чугунный мост, играющий на фандыры Остинский поэт Кустах Итагуров и загадочная поэтесса Серебряного века Анна Ахматова с нежным взглядом, устремленным во тьму. А еще Есенин, Маяковский, Игорь Северянин, все его любимые поэты дружно соседствуют в стихах. Чермен родился 21 июня 1984 года в Владикавказе. В 2001 окончил среднюю школу номер 17 Владикавказа и поступил в этом же году на архитектурно-строительный факультет Северо-Кавказского горно-металлургического института, который с отличием окончил в 2006 году. Ты прежде голову мою, не отсеченную в бою, омой ляхскую водою, а после мира этих скал пролей на олово виска, чтобы вселенская тоска с Казбека шапкою седою могла сравняться в эти дни и нардской арфой помяни. Ты стонешь музыкой моей, ты станешь музою моей многоязыкой и мятежной, и за хребтом, и до хребта пусть торжествует красота в эпоху глупости кромешной, в той заметеленной и снежной стране, где жил один народ, что знал мой род и пил мой ронг. Все эта лира мне лгала в тот час, когда спускалась мгла над город бедного Дзауга, а обнаженная округа зимой холодную плыла над спящим домом и над лугом. Вы в своем одном интервью сказали, что поэтом должен человек становиться в молодости. Скажите, в чем в этом прерогатива и почему ваше мнение таково? Что касается молодости, да, но вообще все поэты начинали очень в раннем возрасте писать свои стихи. Все известнейшие поэты в мире, наверное, одним из самых поздних был Маяковский, который стихи начал писать около 20 лет, когда ему было. Поэтому главный редактор журнала «Дарьял», его уже нет с нами, Руслан Хазбатович Тотров. Однажды мы с ним сидели, и он листал стихи уже довольно-таки взрослых поэтов и скептически к этому относился, к их стихам, потому что они начали заниматься литературой очень поздно. В 40 лет это очень поздно для того, чтобы стать поэтом. А как же опыт? Опыт тут никакой роли не играет. Естественно, мастерство, может быть, приходит с годами. И оно приходило к известным поэтам, таким как Лев Гумилев, Николай Гумилев, то есть, да. А вот Николай Степанович Гумилев, он и многие, в принципе, литературоведы, они говорят о том, что его ранние стихи были такими несколько наивными, несколько путанными, его поэтика была слаба, а с возрастом к нему пришло настоящее мастерство. Это один из моих любимых поэтов. Это крупнейший поэт, да? Но вот писатели, люди, пишущие прозу, там, драматурги, в том числе, они, конечно, в зрелом возрасте могут становиться известными, крупными, и даже у нас на родине таких примеров как минимум несколько. Но поэт — это все-таки человек, который в раннем возрасте начинает заниматься творчеством и продолжать может, в принципе, до преклонных лет, как это делал Расул Гамзатов. А что меняется в мироощущении? Вот так, как может написать молодость, уже напишет по-другому, наверное, зрелость. Да, но меняется многое. У Есенина есть такие слова в одном из стихотворений: «Я теперь скупее стал в желаниях». Когда анализируешь свою юношескую лирику, которая воистину слабая, я свои лично говорю лирики, то понимаешь, что
хоть она была и слаба, но в ней такое буйство чувств было некоторое, которого сейчас нет, потому что я теперь скупее, как у Есенина, стал в желаниях. Потому что приходит какая-то зрелость. Стихи пишет с раннего детства, хотя начало сознательного творчества сам относит к 16 годам. Своими учителями считает Есенина Маяковского Блока. Образ своей жизни характеризует одним словом – поэт. Первые попытки обрамить в поэтическую форму ощущения, всколыхнувшие сердце юноши, относятся к юности поэта. Это был какой-то инстинктивный поиск выхода половодья чувств, признается поэт. Обретение таинственной магии поэтического творчества при строго определенном сочетании слов и звуков, музыки и гармонии влечет его к возвышенному миру мелодий. Благодаря этому поэзия стала самой жизнью, целью автора, помогая ему острее и глубже чувствовать окружающий мир. Так. О чем вам больше сейчас пишется? Что беспокоит вашу поэтическую душу? Ну, о разных вещах пишется. Вообще, по-моему, Гюго сказал о поэтах, что поэты должны понимать, и вообще писатели, что поэзия прежде всего начинается с буквы «Я». И это надо понимать, потому что поэт заглядывает прежде всего в себя, любой поэт. Есть такие поэты, как, допустим, Высоцкий. Это был человек, который в своей поэзии примерял на себя много нарядов и много одежд, и шинель бойца. Да, у него очень много стихов о войне. И такую гаврошку хулигана, то есть у него много таких и хулиганских стихов. И у него есть и в том числе романтические стихи, то есть он на себя примерял все это. А есть другие поэты, которые из глубин своей души, из глубин своего сердца вытаскивали какие-то такие непреложные истины. И таким был Таймураз Хаджет, таким был Гарсия Лорка, таким был Бодлер. И ничего плохого в том, что поэт, молодой поэт, когда он начинает заниматься творчеством, подражает. И все подражали поэты. Это правда. Даже Бродский, о котором так много сегодня говорят, есть такой Евгений Рейн. Это ближайший друг Бродского. И известный рождественский романс Бродский посвятил Рейну, написал Евгению Рейну с любовью. Вот такие они были крепкие друзья, но когда Рейн вспоминает о первом знакомстве с Бродским, он признает, что у него были очень слабые стихи, и очевидно было в тот период влияние на его творчество таких поэтов, как Пабло Неруда, таких поэтов, как Назым Хикмет и так далее. И в этом ничего плохого нет. Допустим, если взять того же Есенина, то там очевидно, конечно, влияние Блока и влияние Пушкина. Есть такое стихотворение у Есенина, когда он на Тверском бульваре стоит и разговаривает с памятником Пушкина. И стою я на Тверском бульваре, стою и говорю с тобой. Вот. Так что в моих стихах, естественно, в ранних стихах, есть и в том числе вольное и невольное подражание. И это нормально. Вы в своей жизни совмещаете довольно полярные профессии. Это и безумно талантливая ваша поэзия, стихи, и активно занимаетесь трудовой политической деятельностью. Вы занимаете пост замминистра культуры Республики Северная Осетия Алания. Скажите, насколько это совместимые грани и что вам удалось на сегодняшний день в каждой из этих ниш добиться? Некоторые считают, что это вещи несовместные, как гений и злодейство, вещи несовместные, или несовместимые вещи еще говорят. Но, безусловно, было бы глупым признавать, что чин, тот, который я ношу, он выше
вот тех способностей, того таланта, может это не скромно будет звучать, который мне дал Бог, да? Хотя Он мне дал все, что Он мне дал и дает. Для меня, безусловно, намного важнее быть поэтом. Но некоторые люди считают, да, что действительно невозможно, чтобы в одном теле ужился чиновник и ужилась романтическая натура. В одну телегу впрячь не можно. Но история знает много примеров. Очень много писателей, очень много поэтов были чиновниками. Я боюсь, что если начну перечислять, это будут десятки и десятки, начиная с Пушкина. А что касается конкретно вас, вот, что вы преследуете в своей работе трудовой и что вам удалось добить, что вы пронесли в эту работу? Нет, я... Вот о вас поговорим. Вот что конкретно вот в вашем ведомстве сейчас хотелось бы изменить вам лично и что вам удается? Но ведомство изменить и не только в ведомстве, в этом направлении хотелось бы много всего. Потому что есть задачи, которые ставит руководство республики, и руководство республики возложило на меня, глава республики, возложила на меня такие обязанности. Я буду, по крайней мере, честно с ними справляться и их осуществлять. Вы как-то сказали, что было бы очень хорошо, на ваш взгляд, объединение обеих Осетии, объединение Севера и Юга Осетии. Скажите, в чем большой плюс этого и перспектива, возможно ли это, на ваш взгляд? Я так понимаю, вот эту вот проблема есть сейчас. Очень многие говорят о присоединении Осетии Северной к Осетии Южной или наоборот. Но в каком формате? Был такой, у вас он сейчас уже на этой должности не работает, но я его недавно видел, Мурат Джоев, министр иностранных дел, он был какое-то время назад. И он в отношении вот этого вопроса, присоединения или интеграции Южной Осетии и России, говорил, прежде чем взлететь, надо сначала оторваться от земли. И вы знаете, я понимаю то, о чем он говорит. Когда-то я считал, что, безусловно, под влиянием чьих-то призывов, под влиянием громких слов, сладких речей, я считал, что Южная Осетия непременно должна интегрироваться в состав Российской Федерации. Но я перестал так считать. Кто-то из великих сказал, что если человек не меняет своего мнения, он любит себя больше истины или больше правды. Вот мы сейчас сидим за одним столом. Вы живете в Южной Осетии, я живу в Северной Осетии. Нам ничего не препятствует на сегодняшний день общаться, встречаться, сидеть за одним столом, снимать интервью. Ничего не препятствует. Но у нашего народа, на мой взгляд, сегодня есть удивительная историческая привилегия. У всего нашего народа. По эту сторону хребта, по ту сторону хребта. Привилегия заключается в том, что наш народ одновременно находится и в составе Российской Федерации, и одновременно имеет независимое государство. И вы представляете, многие народы за историю человечества веками боролись, и многие даже продолжают бороться за независимость свою. Ну вот так вот просто отдавать независимость в угоду каким-то политическим амбициям,
Мне кажется, это глупо. Мне кажется, должна существовать государство. Пускай некоторые институты этого государства находятся в зачаточном сейчас состоянии. Но это нам даст шанс на будущее, хотя бы шанс построить и иметь такое государство. Разве социальная интеграция между севером и югом не осуществляется? Она осуществляется, культурная осуществляется, все осуществляется. Надо просто вот эти границы все сделать прозрачными. Надо просто дружить, чтобы Россия дружила с Южной Осетией, народы России, а северяне и южане это и так один народ. И никакой хребет главный кавказский их не разделит. Вы довольно часто посещаете Южную Осетию. Я знаю, что ваш предок, ваш прадед был родом оттуда. Скажите, вот какие перемены вы сегодня ощущаете и что вы черпаете в Южной Осетии? Я часто довольно-таки посещаю. На самом деле я очень поздно, на мой взгляд, впервые побывал в Южной Осетии. Но мой дед, он родился в Южной Осетии, да? И вот эта память сердца или генетическая память во мне, безусловно, осталась. Я с большим удовольствием. Хотя я вырос здесь, на севере, долгое время жил в России, где-то в Москве, на Дальнем Востоке и так далее. Но любовь, она у меня на генетическом уровне к Южной Осетии. Вот когда я туда приезжаю, мне хочется просто там находиться, оставаться подольше. К сожалению, не всегда получается это. И мне посчастливилось во время выборов месяц целый побывать, находиться в Южной Осетии. И я просто испытывал счастье, и мне с удовольствием бы я жил даже. Я вижу, что все меняется, это нормально. А что меняется? И меняется все к лучшему, кстати говоря. Лишь бы вот создаваемые политические противоречия не стали вот камнем преткновения для всего нашего народа. Не нужно, мы должны помнить, я как-то читал катехизис еврея, по-моему, Тель-Авивский, 58-го года. Я никаких параллелей не провожу с осетинским народом. И не ставлю под сомнение наше аланство. Я хочу просто вспомнить одну фразу, которую я там вычитал, и она сейчас как глоток свежего воздуха нашему народу нужна. Там написано, евреи, любите друг друга, помогайте друг другу, даже если вы ненавидите друг друга. Просто по-моему, имам Шамиль сказал, если ты будешь почитать старшего как отца, ровесника как брата, а младшего как сына, то ты не найдешь врагов в своем отечестве. И сегодня главная задача каждого осетина, задача номер один, любить своего ближнего. В этом любить и помогать. И в этом, мне кажется, заключается тот способ, через который наша нация придет к спасению своему. И я надеюсь, и мне кажется, что сейчас идет некое возрождение нации. И дай Бог, чтобы наша нация оказалась мудрой. Я очень надеюсь, что мы живем во всех смыслах этого слова в некую эпоху предренессанса, предвозрождения. Потому что там же как, согласно пассионарной теории этногенеза, народ, он подобен в чем-то, такими примитивными словами изъясняясь, биологическому организму. То есть он проходит стадии рождения, этап взросления, а потом уже старение и умирание. И многие считают, что наша нация уже в стадии старения находится. Я каждый раз убеждаюсь в том, что это ошибка.
Мне кажется, что мы сейчас выходим из такого национального пубертатного периода, такого подросткового периода, когда мы еще совершаем глупости, и вот мы уже взрослеем. И я очень на это надеюсь. У Чермена Дудаева, как у молодого поэта, выпущено 3 сборника произведений: «Глаза поэта», «Шаразские розы». Стихи поэта регулярно публикуются на страницах республиканских газет и журналов. Мне искренне очень светло от мысли, что есть светлые молодые люди, готовые стряхнуть пыль скверной, прочно въевшуюся в нашу жизнь, в нас. И я готов тоже этому следовать, считает наш герой программы. Что ж, мы же ему пожелаем творческих успехов и удачи на нелегком пути. Арендуется все подряд. Рощу хеток, и говорят, сдали, чтоб чей-то внук был сыт. А до этого правду, стыд, гордость, честь, что в сердцах несем, сдали все, абсолютно все. А таланов до наших дней не бывало времен подлей, не бывало подлей времен в круговерте битв и имен. Пусть чернела орда знамен, одному из сарматских племен посчастливилось нами стать. Посчастливилось нами стать. Мы несли свою гордость и стать сквозь огонь, испытание, тлен. Пусть мы будем всегда. Амен.